Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем спешат сказать вам ангелы, ангелы-хранители. Если тема вам интересна, если видео вам попалось, то уже есть рука судьбы. Вам обязательно нужно услышать, о чем хотят сказать вам ангелы. И прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие, любимые друзья, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую я от вас получаю. Земной вам поклон. Итак, загадайте, пожалуйста, на себя, настройтесь на отсыпку. Давайте начнем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, важную и полезную информацию. О чем же спешат сказать вам ангелы мои хорошие? Тут встреча по судьбе, судьбоносная встреча. Вы к ней приближаетесь. Здесь показывают ваше состояние предчувствия, состояние даже какой-то внутренней тревоги. Ангелы спешат вас уверить, что ваше предчувствие, оно не к плохому, а наоборот таки к очень хорошему. Здесь вот встреча как подарок судьбы. Встреча, которая очень многое в вашей жизни поменяет. Поменяет радикально, поменяет диаметрально, поменяет навсегда. Встретитесь вы, конечно, с разными людьми. Кто-то встретится с человеком, который будет помогать, выручать, помогать, что-то для вас очень хорошее делать. Кто-то из вас встретит своего спутника, либо спутницу жизни, идеальная пара сформируется. Кто-то встретится с человеком, с кем у вас уже любовь, но в силу обстоятельств вас разлучили, либо как судьба развела, может быть, кто-то вмешался. Но вот встреча, она уже рядом. Осталось, видите, совсем чуть-чуть до момента счастья, до момента благополучия, до момента, когда вы все поймете. Предчувствие, оно не к плохому, предчувствие, оно к хорошему. Еще ангелы показывают, что вы как боитесь то ли любить, то ли полюбить, то ли довериться в любви. И вам тут буквально говорят, что любовь — это не кара, это не наказание, это не проклятие. Это особая привилегия. Ведь не все люди, во-первых, любить умеют, и, во-вторых, не всем людям любовь дана. То есть многие люди живут всю жизнь, а любви в жизни нет. Любимого человека так и никогда не встретили, никогда не испытали это прекрасное чувство. То есть это неплохо, это наоборот хорошо. Не запрещайте себе любить, не закрывайте свои сердца. Это неправильно, не лишайте себя счастья. Вы рождены для счастья. И это особая привилегия, особая благодать, которая на вас снисходит свыше. Любовь. Причем любовь, как, кстати, показана, очень взаимная, светлая и такая, знаете, верная, прочная, на века. Понимаете, души сплетутся на века. Не бойтесь любить и от любви не загораживайтесь. Это неправильно. Еще вас предупреждают по поводу какой-то женщина, словно бы скорпион. Может быть, она по знаку зодиака скорпион, а может быть, она с повадками скорпиона. Постоянно всех жалит своим этим хвостом. С этой женщиной вы общаетесь, скорее всего, вы близки, может быть, дружны, а может быть, даже в родственной связи состоите. Эта женщина, она может ужалить, причем ужалить в самый такой неподходящий момент. Либо в момент, когда вы открыто доверились, когда вы не ждете удара. У этой женщины нет сердца. Просто там пустота. Вместо сердца у нее пустота. И злоба ее переполняет. Вы это видели. Вы видели, как она по отношению к другим людям пышет злобой, ненавистью, ядом брызгается. Для нее нету понятия свой и чужой.
То есть ее там переклинит, заклинит, и она и на вас может напасть. То есть если вы видите, что человек неадекватный, не отдает себе отчета в том, что делает, что очень агрессивно себя ведет по отношению к другим людям, лучше с таким человеком меньше общаться, лучше дистанцироваться, либо вообще, в принципе, прекратить общение. То есть она для вас потенциально может быть опасна. Слишком близко вы ее к себе подпустили, и в момент, когда вы будете расслаблены, либо особо как-то вот ей поверите, доверитесь, она может вас ужалить. Женщина-скорпион — это уже не лечится, она такой навсегда. Она такой всегда была и навсегда останется. Да? То есть не думайте, что раз вы родственники, либо раз вы дружны, что вам не нужно от нее ждать этого укуса, да, что вот ужалит своим этим хвостом. Ей, по-моему, все равно, кого жалить, и в своей злобе она не знает ни рамок, ни границ, ни пределов. То есть ничего святого. Да? Про таких людей говорят ничего святого. И также девушки, кто замужем, женщины, кто замужем, то есть тут еще такой момент может быть, что женщина, это скорпион, может покуситься на вашего любимого человека. Как там, да, классика, подруга уводит, либо сестра уводит мужа из семьи. Будьте аккуратнее, не надо своими руками выстилать дорожку к вашему супругу, либо к вашему жениху. Чем меньше они общаются, чем меньше они видятся, да, вот меньше точек соприкосновения, тем лучше. Знаете, вот говорят, мужчина не козел на веревочке, его нельзя увести. Но есть такие женщины, которые могут все, понимаете, либо на все могут пойти, на все могут закрыть глаза, махнуть рукой. Ей все равно, там, родная кровь, чужая кровь, дружба, там, 10-20 лет, ей все равно. Вот ей захочется вашего мужчину, и она на страшные вещи пойдет, лишь бы это получить. Вот об этом предупреждают. Рядом с вами женщина-скорпион. Вот. Надо как-то с ней минимизировать общение, и уж тем более не водить к себе домой и не допускать встреч с вашим женихом либо с вашим супругом. Вот заранее вам об этом говорят, чтобы потом не было больно, чтобы непоправимого не случилось. Ну и также говорят, что и вас она может ужалить своей злобой, завистью, ненавистью. Да, вот ей все равно кого жалить. Да, страшный она человек, не знаю, как вас угораздило с ней сдружиться, но ничего хорошего там нет. Так, еще вам ангелы говорят о ваших способностях, про какую-то бабушку показывают, не знаю, бабушка, прабабушка, может быть, такая маленькая женщина, сутулая, либо горбатая, всегда в белом платочке была, либо в вашей памяти она осталась именно такой старенькой, сутулой и в белом платочке. Вот что эта женщина делала, чем она занималась. Может быть, она была травница, может, целительница, может быть, она гадала. Вот что-то она делала. У вас, ее способности, у вас кровь одинаковая, да, передалось. Вот вам передалось от нее. И ангелы говорят, что такими способностями ты можешь себе помочь. Может быть, у вас какая-то проблема сейчас. Проблема, например, может быть по здоровью, проблема может быть в отношениях, проблема может быть даже с деньгами. Да? Вот ее способностями, то, чем она занималась, вы можете себе помочь, потому что у вас это тоже есть. Может быть, вам тоже нужно заниматься целительством, да, либо гадать, либо травами заниматься, да. Вот вы можете, вы как одинаковые, понимаете, вам все передалось. И свою проблему решите, и продолжите дело своего рода, получается. То есть про способности говорят. Нельзя пренебрегать, нельзя игнорировать. И это во благо, это не проклятие, опять же, это дар. Дар, который нужно беречь, сохранять, дальше передавать. То есть об этом говорят. Может быть, вы человек-материалист, может быть, вы не верите в это, может быть, вы в себе этого не совсем чувствуете, либо вы этого страшитесь. Надо пробовать. Проблему свою можете решить. Вот это самый главный посыл. И проблему решите, и дальше дело рода продолжите. Как-то так показали. Потому что вы болеете, потому что вы дело рода не продолжаете. Может быть, дело рода и есть ваш заработок, да, то, что вас на ноги поднимет, а вы как бы этим не занимаетесь. Но то, что у вас внутри,
Оно никуда от вас не денется. И вам тут особо учиться не надо, потому что уже все родовые знания внутри у вас лежат. Просто нужно их пробудить. Так, дальше. Говорят про какие-то события не очень приятные. Что-то вы такое неприятное пережили, что до сих пор в себя прийти не можете. С чем-то таким столкнулись, как с какой-то лютью, злостью, с агрессией, может быть, с предательством могли столкнуться. Вот как боль. Вам болит до сих пор, сердце болит. И тяжело. Вот не можете понять, за что вам это все, где вы свернули не туда, да, либо почему вас никто не предупредил. Вот как обида даже какая-то есть на небеса, на высшие силы, что вы это все пережили, вот как боль пережили. А ангелы говорят, что это было ваше испытание. Испытание, которое было вам по судьбе. Испытание ради опыта, ради роста вашей души. И вы очень хорошо прошли это испытание. Понятно, что вам болит, но вы прошли это испытание, душа выросла. Вот. А то, что было плохое, оно скоро скомпенсируется чем-то хорошим, еще с какими-то людьми связано. Может быть, это ваша семья, может быть, это ваши родители, дети, любимый человек. Но вот что-то хорошее придет не только вам, но и им. Может быть, испытания вы проходили не только за себя, но и за своих близких. Испытание. Это было испытание. Это не было наказание. Это не была какая-то вот злая воля, да, кто на вас напал. Это было испытание, которое вы прошли. Это было необходимо для развития, для роста души. Понятно, что нам, людям, сложно это понять. Им там беднее сверху. Но вот примите как данность. И примите то, что вы прошли. Скоро компенсацию либо вознаграждение получите. Не только вы, но и ваши самые близкие, любимые люди. Вы молодец. Вообще молодец, да, что вы это прошли. Другие бы не смогли пройти, а вы прошли. Может быть, вам это и выпало, потому что вы настолько сильный человек, что вам это было по плечу. Да? Могло выпасть, например, кому-то из ваших родных, человек бы не справился, и было бы горе, либо беда бы была большая. А вы справились, вы смогли. Да, надорвались, конечно, но все это восстановится. Вы прошли. За это вам награда либо компенсация идет. Так, еще говорят про какие-то проблемы, и чтобы вы за них пока не брались. Ну, как время не пришло, либо вы не готовы. Может быть, со временем, да, что-то поменяется. Здесь вот горы, одна поменьше, другая побольше, тройка. Знаете, как говорят, да, не буди лихо, пока спи тихо. Не беритесь за это пока. Пока не стоит этим заниматься. Эти проблемы пока невозможно решить. Может быть, сложно будет очень решить. То есть не надо, да? Не геройствуйте, не берите все на себя. Будущее все расставит по своим местам. Может быть, и проблемы сами собой сгинут, пропадут, да, рассосутся. А может быть, рядом будет тот, либо та, кто вместе вот плечом к плечу пойдете и все решите, совсем разберетесь. Сейчас вы можете спину сорвать, сейчас вы можете очень больно об эти камни, об эти скалы пораниться. Не стоит оно того. Это сейчас нерешаемо, не решится. Только вы можете пострадать ментально либо физически, да, не надо. Пусть остается как есть. Есть не просит, да, на вас не давит, но и слава богу, пусть будет. Не лезьте туда. Там что-то такое есть скрытое, с чем вы раньше никогда не сталкивались, и что не поддается, да, логическому объяснению. Вот какие-то две проблемы показали, как две горы. Не лезьте, туда не лезьте. Может быть, даже это не ваши проблемы, может быть, чужие. Вы кому-то хотите помочь, да, кто-то вас просит. Не лезьте, не надо, оно того не стоит. Не сейчас, не в ближайшее время. Дальше, мои хорошие, показывают вас в кругу каких-то людей. И эти люди очень сильно интересуются вами, вашей жизнью. Очень много вам вопросов задают. Интерес у них очень такой шкурный. То ли они учиться у вас хотят, то ли они хотят все про вас знать. Не с благими целями они интересуются. Вот об этом хотят вас предупредить. Дело, конечно, ваше, доверять либо не доверять, но у них у всех в голове какая-то каша, какой-то мрак. Понимаете, они не те, за кого себя выдают. Вот круг вашего общения.
они не те, за кого себя выдают. Вот кто вопросы вам задает. Они вам мило улыбаются, но ничего доброго либо хорошего в этих людях нет. Вот как-то так говорит. То есть не ошибись в тех, с кем общаешься. Там, доверяя, проверяя, либо не надо кому-то доверять. Да? Вот кто у тебя спрашивает, выспрашивает по поводу тебя, твоей жизни. То есть это не праздный интерес. Там что-то такое глубинное и не очень приятное идет. Поменьше говорите про себя, про свою семью, про своих близких. А то может как-то вам не очень хорошо аукнуться. Еще ангелы говорят, что вы на себя очень много внимания обращаете. Вы очень яркая личность. И очень много глаз за вами, за вашей жизнью, да, вот наблюдает. Еще ангелы говорят, что вы очень много суетитесь, как спешите по жизни, скорее всего. Может быть, сразу занимаетесь разными делами, и от этого вам тяжело и безрадостно. А может быть, вы успеха не можете добиться, потому что вы сразу несколькими делами занимаетесь. Попробуйте концентрироваться на чем-то одном и убирайте из своей жизни вот эту суету и спешку. В спешке что угодно может случиться. Ошибиться можно, и не то сделать можно. И даже не всегда это заметно, да, потому что вы спешите, вы не проверяете, вы не перепроверяете. И если вас кто-то подгоняет, не слушайте этого человека, а делайте в своем темпе, ритме. И тогда не будет такой усталости, и тогда будут результаты, а не то, что есть сейчас. Но сейчас я не вижу у вас особых результатов. Наоборот, я вижу, как вы устали, как вы недовольны жизнью, и как вам очень сильно тяжело, как вас все уже задолбало, вымотало, и вы уже ничего не хотите. Вот как тускнеют ваши глаза. Раньше в них были искры, был свет, были звезды, а теперь такая дикая усталость идет, вымотанность, да, недостаточно ресурсов. И вы прям уже все, оставьте меня все в покое, я хочу отдыхать, да. Я не могу. Вот как аврал какой-то, да, в авральном каком-то темпе, ритме вы живете. Вам нужно от этого уходить. Любой ценой от этого уходить. Вы это можете. Вы сильная личность, вы можете. Меньше суеты, меньше спешки в вашей жизни, больше успеха, больше результата, больше достижений. И опять же, вы себя гораздо лучше будете чувствовать, и вернется вот этот свет в глаза. Еще ангелы говорят, чтобы вы не переживали о своей мечте. Вы о чем-то мечтаете, чего-то очень сильно хотите. Ваша мечта, она исполнится. Она исполнится ровно в тот момент, когда вы будете к этому готовы. Вы к этому не готовы. Либо, может быть, какие-то обстоятельства, да, мешают исполнению. Время ваше еще придет, да, придет. Вы чего-то очень хотите, но у вас это не получается, либо вам это недоступно. Но ангелы говорят, что исполнится. Исполнится, когда будете готовы и когда время вот ваше настанет. Мечта исполнится. Показана в виде такой гигантской золотой рыбки. И она буквально у вас в руках. Вы ее в руках держите, ей любуетесь. Точно исполнится. Еще здесь показан момент, вот как-то женщина, девушка, вот вас невестой называют. Либо на вас вот как фату одевают, как подвенечное платье. То ли ангелы решили вас замуж выдать, либо вам время пришло замуж выходить. Может быть, еще знак того, что вы замуж выйдете. Вам, как говорят, что ты еще будешь невестой, ты станешь женой. Но вот именно красиво фата, подвенечное платье идет. Может быть, вы недавно думали об этом, и, может быть, вы думаете, что на вас венец безбрачия, либо что вот так и не встречу, либо мне уже поздно. Вот какие-то такие мысли. Но вас невестой называют. Вас показали именно в подвенечном платье. И вот фату вам ангелы на голову надевают. Обязательно выйдете замуж. И тут семья, счастье, это все будет. Может быть, вы переживаете, кстати, за дочь. Да? Может, у вас все с этим в порядке, но вы переживаете за свою дочь. Либо переживаете за внучку. Ну вот невеста. Невеста и
Здесь все, знаете, традиционно, красиво, по-доброму, с любовью, да, с любовью в сердце идет. Невеста и потом жена. Вот как-то так показали, да, не стоит за это переживать. Мужчина показан, который себя потерянный, может, вредные привычки, может быть, какой-то застой в жизни у мужчины, как руки опустились, как на себя забил. Знаете, этот мужчина, у него жизнь отравлена, ему кто-то жизнь отравил, как женщина какая-то жизнь отравила, как наказала его, что ли, либо отомстила ему. Яд выходит из этого мужчины, обязательно выйдет. Здесь как организм самоочищается от этого яда. Мужчина не пропащий, просто вот такой сложный период у него в жизни. Яд выходит, вот прям четко вам говорят, яд с него выходит. Может, его привораживали, может, ему там что-то сделали, да, может, он какой-то женщине отказал, и вот она решила ему отомстить. Но вот яд из него выходит, об этом говорят. Выходит медленно, но выходит. Отравление в жизни у него было, да, жизнь ему отравили. Ничего, он еще на ноги встанет. Может, он сейчас пьет, как не в себя, а может, просто сидит, ничего не делает, да, ничего уже не хочет. Отравленная жизнь. Но яд выходит, то есть он пойдет на поправку, он избавится от того, что ему сейчас вот мешает. Либо то, что вам в нем не нравится, да, это все уйдет, пройдет. Может, это даже сын, который вот ничего не делает, либо начал пить, вот как его женщина какая-то отравила, отомстила, либо наказала. Но яд выходит, это вы должны знать. Не ругать его надо, а поддержать, может быть, даже помочь, там, за него помолиться, либо, если вы умеете, там, чистку провести, да, ну, скорее молитвы, да, нужны ваши молитвы, которые помогут всему яду поскорее выйти из этого мужчины. Отравленный мужчина, он не сам по себе плохой, либо не сам по себе скатился до жизни такой, его женщина отравила, об этом говорят ангелы. Дальше показывают вас в каком-то смятении. Вы как на что-то хотите решиться, либо буквально вот решаетесь, да, на то, что может вам навредить, как в отчаянии находитесь. Опять же, может быть, эмоциональное потрясение, может быть, вы себя чувствуете среди чужих людей, да, вот свой среди чужих, и вам от этого тяжело. Может быть, куда-то хотите поехать, либо переехать. Ангелы говорят, что не надо. Может, с работы хотите уволиться, да, вот довели вас ваши начальники, либо коллеги, крысы довели. Вы хотите вот все перечеркнуть, от всего этого избавиться, уйти, как убежать хотите, да. Ангелы говорят, что не надо этого делать, потому что ваши коллеги, получается, на работе, если это работы касается, либо те, кто вас окружают, именно этого и добиваются. Как выжить вас хотят, выжить, да, от вас избавиться хотят. Не давайте им такую легкую победу в руки. Не давайте. Тут надо, знаете, как потерпеть и перетерпеть даже, не просто потерпеть, а перетерпеть. Ситуация сама по себе разрядится и поменяется. И вот я вижу, что кто вас обижает, тут, кстати, не один человек показан, их как несколько, в них прям такая очень мощная молния попадет. Молния – это прям проблемы, это прям наказание, это какая-то прям беда произойдет с этими людьми. Они уйдут, а вы останетесь, понимаете? Вот надо потерпеть, все поменяется. Просто потерпите. Не давайте этим людям победу в руки. Да, скорее всего, работы касается, либо места, где вы проживаете. Может, даже в семье такое происходит. Да, там родственники отрываются на вас и подводят вас к тому, чтобы вы вот психанули, все бросили и уехали, ушли, например, никуда, да, уволились по собственному желанию. То есть это все специально делается, и вас как в тиски, и тиски сжимаются. Но вам нужно выдержать, вытерпеть, и вот эти молнии, они попадут в этих людей. Это им не поздоровится, а с вами все хорошо будет.
Не давайте этим людям победу в руки, да, собственными руками. Не надо этого делать. Им будет сладко, вам будет горько. Вам нужно выдержать. Вы сильный человек, вы сможете выдержать, да, дойдите до конца. И еще, мои хорошие, показан такой момент, когда друзья познаются в беде. Друзья, ну, тут даже не друзья, Господи, вы на кого-то надеетесь, либо думаете, что этот человек вам будет помогать. Этот человек так не думает, либо этот человек только за свою шкуру переживает. И знаете, так показали, что вам руку протянет какой-то совершенно неожиданный человек, либо тот, от кого не ждете. То есть буквально, да, друзья познаются в беде. Если вам нужна помощь, вы к кому-то обращаетесь, человек нос воротит, не друг, да, зато другой человек, у кого даже не просили, сам придет, сам будет предлагать, сам будет помогать. Вот как-то так показали. У вас то ли подруга, либо друг такой, да, вот как двуликий Янус, да, и вашим, и нашим, и только за себя по итогу. Ну, то ли вы в ком-то ошиблись очень сильно, да, вы на кого-то понадеялись, человек вам там наговорил кучу красивых слов, а в случае необходимости просто вот отвернется, да, попой повернется, и все, и Васькой звали. Зато есть тот, с кем у вас, может быть, не самые лучшие отношения, может быть, вы даже и не дружны, но этот человек вам прям сам будет помощь предлагать, сам к вам придет, сам руку протянет. Да, друзья познаются в беде, и вы скоро это все поймете, кто вам друг, а кто так, только лишь называется другом. Да. Ну вот показан такой момент, видите, тот, от кого ждете, отвернулся, а тот, от кого не ждете, прям готов вас на руки схватить и нести, помогать. Сильный знак. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.